она называется «Проблема методологии истории монгольского права». И для нас, я считаю, это огромная удача, потому что давно у нас в гостях не было ученого, да, именно такого уровня, потому что профессор Борис Цехан уже имеет огромнейший авторитет в научном мире не только Монголии, всех стран Центральной Азии, вообще в мировом масштабе. И вот здесь вот вы видите вот как малая толика тех книг, которые вышли из-под пера профессора Бориса Цехана. И я хотела бы, пользуясь случаем, сказать, что поскольку на нашем факультете одним из ведущих направлений является сравнительное правоведение стран Азиатско-Тихоокеанского региона и всех стран, с которыми мы сотрудничаем, конечно, в приоритете у нас Монголия. Поэтому у нас принято решение, вот буквально в этом году весной у нас состоялся визит в дружественный нам Монгольский государственный университет, была встреча с академиком Наран Гырыл, с директором юридического института МУИС, профессором Ардене Булган о создании совместного центра изучения монгольского права на базе юридического факультета нашего университета. И вот эти мероприятия мы хотим провести, уважаемые наши студенты, особенно магистранты, вам, наверное, эта информация будет полезна, провести в рамках Байкальской юридической декады, посвященной 25-летию юридического факультета Бурятского университета. И я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить кафедру теории государства и права во главе с Женой Жикметовной Дугаровой, да, вот за такую инициативу, потому что продвигать в наше время такие серьезные научные инициативы – это дело, конечно, подвижников, да, настоящих ученых, которые радеют не только за интересы науки, но и в целом межгосударственного сотрудничества, для интересов юридического образования, фундаментального юридического образования. Вот. И поблагодарить персонально я хочу Анну Тимофеевну Тумурову, доктор юридических наук, одного из основателей нашего факультета. Она подготовила сейчас для издания книгу, монографию самого выдающегося, наверное, сегодняшний день юриста, профессора, академика Наран Гырыла. Называется книга очень интересна. В поисках духа закона. В поисках духа закона. И эта книга выйдет вот буквально через неделю-две в издательстве Бурятского государственного университета. И вот как раз в рамках открытия Центра изучения монгольского права состоится презентация монографии академика Наран Гырыла. Ну а пока вашему вниманию лекция публичная профессора Бориса Цехана. Давайте Да, мы очень рады его приезду, и впереди публичная лекция, это только начало большого пути совместной работы историков права со стороны Бурятского университета и Монгольского государственного университета. Я думаю, впереди еще будет много таких встреч, научных мероприятий. И, конечно же, 5 декабря у нас состоится еще большая международная конференция «Правовая культура народов Центральной Азии. Традиции и обновления», которую проводит кафедра теории истории государства и права. Пожалуйста, Борис Цехан. Я скажу несколько слов. Да, да. Дорогие коллеги, дорогие магистранты, студенты, вот, предваряя выступление господина Бориса Цехана, хочу сказать, во-первых, что он автор более чем 200 научных работ, 400 из них монографии, вот маленькую толику, вот видите. 40. 40 я сказала, а сколько? Вы сказали 400. Ой, я с утра все 40. 400. 200 вообще публикаций, 40 из них вот монографии. Это человек просто подвижнического труда, и сказать о том, что такого уровня работы по истории монгольского права, по всей вероятности, вообще в мире, может быть, нет. Поэтому господин Борис Цехан знает маньчжурский язык, он знает китайский язык, свободно читает, переводит с этих языков, он знает английский язык и он знает немецкий язык. Он прекрасно читает на русском языке, поскольку он учился, но
наверное, определенные трудности в чтении лекции на русском языке, по всей вероятности, у нас будут трудности. Но это связано с тем, что господин Байсахан за последние годы очень мало приезжал в Россию, мало говорил на русском языке, но я думаю, что наши постоянные контакты позволят нам этот аспект трудности наших, скажем, совместных работ преодолеть. Ну, предваряя его лекцию, хочу сказать, что она посвящена трудностям, методологическим трудностям изучения монгольского права. Это очень важный такой аспект, это очень трудная лекция, поэтому будем надеяться, что мы сможем понять друг друга. Ну, всем моим студентам, я вижу своих магистрантов, которым я читала лекции, хочу сказать о том, что если говорить вообще об истории монгольского права, вообще монгольском праве, хочу сказать о том, что сравниться с монгольским правом может только римское право. Вы знаете о том, что изучение римского права, по сути дела, привело к наступлению эпохи Возрождения. Все об этом же знают, да? Именно исследование римского права привело к эпохе Возрождения. Вот если говорить о современном изучении права в теоретическом аспекте, самой важной задачей, по всей вероятности, стоит именно изучение истории монгольского права. То есть это сердцевина всех исследований по истории права, изучение монгольского права. Поэтому такой огромный международный интерес к истории монгольского права. Но я хочу сказать о том, что западные исследователи все-таки испытывают огромные трудности в изучении монгольской истории монгольского права в теоретическом аспекте. Такие же трудности, наверное, есть у монгольских, но флагманом изучения этих сложных методологических проблем познания истории монгольского права является профессор Байсахан. Поэтому мы с вами слушаем уникальную лекцию. И я думаю, что вообще, что касается истории права, да, это самая, так сказать, точка отсчета, не сказать, сердцевина, самое важное направление, которое делается в истории изучения права как явление, которое породило современный мир. Ну и последнее слово, что я хотела сказать. Эльвира Львовна сказала о работе господина Нарангырыл. Он академик, он глава научной школы очень большой. Я очень рада, что он сможет приехать. И вот эта его монография, которая подготовлена в публикации, она ясно и четко показывает о том, что современная юриспруденция, она родилась из исследования Монтескье. Монтескье, он заложил начало современному видению права. Ну вот, а если говорить, от чего отталкивался Монтескье, конечно, он отталкивался от монгольского права. И поэтому его работа написана как антитеза современным представлением, то есть современным представлением о роли Монтескье в этой работе, да? То есть для того, чтобы написать какую-то идею, обязательно от чего-то надо оттолкнуться, правильно? И вот в этой работе четко показано, потому что Монтескье отрицал именно монгольское право как проявление тирании, деспотии, да, от которого, отталкиваясь, он призывал всех идти к демократии и так далее. Но это никаким образом не умаляет значение монгольского права как одного из важнейших социальных феноменов, позволивших построить облик современного мира и современного права. Вот на такой высокой ноте позвольте мне слово предоставить господину Байсахан. Спасибо. Дорогие друзья, дорогие коллеги, я очень рад здесь стоять. Я хорошо понимаю по русскому языку. Я после 20 лет вообще мне практически нету. Ну, проблем там. Ну, спасибо еще раз. Я начала лекцию, да? Да. За
Эцүүн түүхийн судалгааны асуудлууд вопрос проблемный вопрос Монголии права. Метод монгольские права. Как метод, следующим 20 лет, как не следует это право. Последние 20 лет. Последние 20 лет. У нас две стороны. Один в советское время, вторых, капиталистической Монголии, там что это советских время. Постсоветское. Да, Постсоветское. постсоветское. Но сейчас мы это постсоветский, да? Постсоветский, да? Это маш хоёр өөр юм зэнэ, хоёр өөр. Очень сильно отличаются. Монголчууд энэ үед өөрсдөө право асуух боломжгүй байсан. Не было возможности монголам самим изучать историю монгольского права. Совершенно здесь стоит, пожалуйста. Ничего. Ничего? Я так поняла, что вот в советский период, да, точка зрения была, что монголы сами самостоятельно не смогли создать свое право. Это неверно. Ямар ч өөрсдөө судах боломжгүй. За илүү бид нар өөрсдөө судалж эхлэх гэж оролцсон. Энэ постсоветским время после 20 около, да? Энэ хооронд маш их одоо энэ чинь 70 жил явсан. 70 жил. За энэ бол нэг 20-аас 30 жил явж байгаа гэж бодоо. Бид нар энэ үед бидний соёлоос бүр бид нар холдуулсан байсан. Я поправлю. Макша сказал, что вот в советский период сами монгольские ученые не имели возможности исследовать. Вот начиная с постсоветского времени начинается активная работа по изучению истории монгольского права. Энэ үед тэгээд ингээ нэг холдсон учраас сүүлийн 30 жил бид нар нэг соёлоос холдоод эхлэхээр зэрэг бид нар яаж юм гэхээр энийг ойлгоход маш хүн болж байгаа. Нөгөө монгольский памятник право гэж ойлгоход хэцүү болж байгаа. Я так поняла, что вот эти исследования, которые были в советское время проводились по истории монгольского права, они очень далеко ушли от монгольского понимания их культуры, то есть излагалось в другом ключе. И сегодня есть попытка, да, с точки зрения монгольской культуры изложить теорию, историю развития монгольского права. Да. Это очень трудно с методологических позиций. Тэгээд энд нэг тогтсон тэр ойлголтод одоо их арилжихгүй байна. Хэвээрээ байна. Сказать, что изменилось очень сильно подходы к изучению, еще нельзя сказать, только начинают намечаться такие попытки. Энд одоо Владимир Цов, Великов, Розановский гэдэг ингээд маш олон одоо улсууд монгольский правыг судалсан. Всех он российских называет, да, исследователи. Гинс, Рязановский, Дылыков, может вы не знаете, но такие советские исследователи. Нет, русские, потом советские. Да, русские и советские. За энэ тэр үйл явцууд энд ч одоо хангалтцаар байна. Тэдний зөвлөлт нь. Все, весь вот этот потенциал в исследовании монгольского права сегодня актуальность свою сохраняет, он говорит. Выводы их сохраняют свою актуальность. Энэ айгүй актуальны асуудал байна. Бид өөрсдөө бүтээлээ өөрсдөө уншиж хэлэх гэж оролдож байна. Энэ ингээд байна, энэгээр одоо багш байна. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы эти памятники найти, да, и их, во-первых, опубликовать и прочитать содержание этих памятников. Памятник судлахад энэ историк права судлахад памятник хамгийн түрүүнд өөрөө унших. Поэтому он твердо стоит на позиции, чтобы говорить об истории монгольского права, прежде всего лично нужно прочитать памятники монгольского права. От памятников
исходить в своих исследованиях. Да. Өмнөх үеийн судалгаа ялангуяа ил үед бол ихэнхдээ дандаа историкууд хэл судлаачид судалсан. Мгм. Вот предшествующие все работы, в основном исследователи были историки, Түүх бас хэл Филологи. филологи. Они все Филологи, да. создавали историографические работы, в том смысле, ну, наверное, в понимании не углубляясь в содержание Они правовое. давали описательные исследования, эмпирическое, да, а чтобы раскрыть сущность содержания нормы, необходимо вот такое правовое исследование. хуульчид бараг судлаа. Огт судлаа. Бараг судлаа. Юристы не изучали памятники монгольского права, только историки. Энд бол одоо хамгийн том одоо асуудал байсан, проблем байсан яг энд. Вот в этом самая большая проблема. За бид нар өмнө нь ярьжсэн яг нэрийн тухай, нэр, хуулийн нэрийн тухай. Одна из самых больших проблем вот, монголоведения, да, изучения монгольского права, это уточнение или идентификация памятника права, уточнение оригинальных названий законодательных актов. Гэтэл түүхчид яг түүхэн сурвалжийн нэгэн адил нэр оноож өгөр байсан. Монголын эрх зүйн одоо сурвалжид нэр оноож байсан. Одоо түрүүний дээр цаазын бичиг тэгж нэр оноож өгөөд байсан. Оноож өгсөн. Вот первый исследователь, который профессор называл, да, вот Владимирцев, ну и другие, каждый из них определяет один и тот же памятник права по-своему, по-разному называть. Каждый исследователь свое название дает памятнику, Да. который ему попадает в поле Вы зрения. представляете, это все получило распространение вот в российской науке. Например, вот великое уважение 1640 года. Долоон нэр байна. Получил вот российской, советской литературе научной 6-7 названий, он известен. Гэтэл ганцхан нэр байна. Хотя на самом деле речь идет Об одном памятнике, который вот так называется по-монгольски Ихцац, а все исследователи, они по-разному называются, вот он установил 6-7 названий, которые гуляют. 18 Ихцац. Великое уважение. 1640 года. Үнтэй адилхан бас Нет, это не ясно. 18 степень закон, да? Он тоже бас нэр оноч өгсөн. Тэр биш тэр нь бол өөрөө 18 цааз өөрийн нэртэй байна. Там, значит, найдено, есть такой памятник, который называют у нас 18 монгольских 18 степных уложений. Степных уложений. А на самом деле там 18 актов, каждый из которых имеет собственное название. Да. Да. Гэтэл энэ мэдээр бол одоо шийдэх асуудал зөндөө байна, зөндөө байна тийм. И очень много вопросов, которые требуют своего уточнения и разрешения. Хэрвээ бид нар энэ памятникийг шийдэж чадахгүй бол цаашдаа бид нар сэтгэлгээ, антропологийн үүднээс бусад одоо шинжилгээ их боломж бүрдэж өгөхгүй. Если не навести вот порядок вот во всех этих вопросах, связанных с идентификацией памятников, все исследования по антропологии, по истории, они все становятся проблемными. Ну, невозможно. Невозможно. Үүнээс гадна дэлхийн шинжилгээ ухаан одоо эрх зүйн шинжилгээ ухаанд оруулсан хэр зэрэг одоо бид нэр нөлөөлсөн бэ гэдгийг судлах боломж олдохгүй. Гэтэл бид нар 2 удаа дэлхийг эрхшээсэн арт. Тийм. Одоо 13 дугаар зуунд одоо Чингис хааны Великий импери тийм байсан. Гэтэл бид нар тэрийг таньж мэдчих чадахгүй, өөрсдөө дүн чадахгүй. Если мы не разрешим этот вопрос, мы не сможем объективно дать оценку, каково было влияние монголов в период их вот, известного, 2 периода владычества. Это первый период империи Чингисхана и чуть позже, видимо, Бакше имеет в виду юаньский, наверное. Да. Энэ мэдээр бол их олон одоо асуудал. Одоо хүртэл Монголын эрх зүйн одоо памятникуудыг бид судалж чадахгүй байна. Одоо бүрэн судалж чадахгүй байна. Ингээд ганц ингээд жоохон л явж байгаа. Маш их юм байна. Өнөөдөр хүртэл маш их байна. Памятников монгольского права на самом деле очень много. И пока сейчас вот, монгольские исследователи не могут
полностью, в полном объеме. То есть этот процесс очень будет, видимо, Потому что они созданы на персидском Да. языке, на арабском языке, на китайском большом, маньчжурском языке и, там, и так далее. Тибетский язык. То есть нельзя назвать языки, на которых нет оригинальных, но по каждому из них надо вести источно-говеческую работу, чтобы узнать их природу, перевести даже какая-то серьезная проблема. За тэгээд би оршлоо ингээд их өргөн имийг ярих учраас одоо ингээд жоохон цаг 30 минутанд тэгээд нэг цаг одоо 30 минутанд бид жоохон караоке товчилж ярих гэж байна. в силу того, что ограничено время лекции, поэтому профессор остановится на самых таких проблемных моментах. Сүүлийн үед яг их сургуульд университет нэг олон цаг үзэж байна, маш олон цаг үзэж байна. Оюутнууд, докторууд, магистр, магистрантурт, докторантурт бас маш олон цаг Монголын их зүйн түүх үзэж байна. Монгольское право сейчас изучают людей, ну, как у нас, наверное, да, много юрфаков там, да, и все они направлены на изучение монгольского права. Тэгээд маш олон цагаар үзэж байна. И много часов дается на изучение монгольского права. Лекц 32, дадлагын хичээл мөн 30 минутын цагаар үзэж байна. Ну, много часов в общем объеме направлено на изучение истории монгольского права. За их зүйн түүх өөрөө их проблемтай шинжлэх ухаан. Маш проблемтай шинжлэх ухаан. Ну, вообще изучение права, само право это очень сложный предмет, сами знаете, да, очень сложный предмет. Он говорит, что само право очень сложный предмет для изучения. Нэг талд их зүй история. И хоёр шинжлэх ухааны боловсролтой. А история права это проблемы как права, так и проблемы самой истории. Энэний дунд нь мөн одоо хэл философия Прежде всего, конечно, это проблема языка, языка на котором написано, терминологическая, да, наверное? языка да. Мгм. Энэ уран холбоон дээр story право амьдч байна. Тэгэхээр энэ гурвын хамгийн одоо чухал зүйл бол ялангуяа бидэрт одоо энэ байна. Хэлний асуудал. Это из всех проблем язык самая сложная проблема. Өнөөдөр монголчууд өөрөө үндсэндээ бичиж чадаагүй бас өөрсдөө бичиж өөрсдөө дандаа себя не пишет история. Историю монголов в основном авторы, да, это не монголы, да, это вот путешественники, вот эти посланцы римских пап, да, а сами монголы пока до сих пор еще объективную историю еще пока не дали описание, да, не создали. Энэ право бид нар юу ойлгож байгаа гэхээр зэрэг 70 жил Оросын эрх зүйн аялал хэлсэн. Түүнээс хойш бид нар либераль одоо эрх зүй рүү явж эхэлж байна. В 70 лет в Монголии понимали право так, как и диктовала советская теория права. А теперь, вот последние 20 лет, главенствует либеральная теория. Либеральная, все-таки, мне кажется, что он имеет в виду западные. Да, западный. Западный. Да, западный. Энэ байдал бол эхлээд первый советский там вторых постсоветский, да? Там энэ асуулт үлдэж байгаа. Энд юу байсан бэ? Ну, понимание права, да, советское нам известно, постсоветское можно понять. А что понимали под правом до этого, составляет проблему. Энэ асуулт байна. За энэ үйл явцууд биднэрт өнөөдөр энэ до 20-й байдаг. Энэ хүртэлх энийг таньж мэдхийн тулд бид тэр источник хэрэгтэй болж эхэлж байгаа. Источник. Ну и чтобы понять это, нужно изучать сами источники, сами памятники. Гэтэл уучралтай хуульчт нь тэр памятникийг унших боломж маш хязгаарлагдсан. Хуульчт.
общем, есть большая необходимость, да, изучения текстов самих памятников. Да? Прочитать. Последнюю фразу, мне кажется, мы не помним. Хочет это юристы, они не могут до 20 века хүртэлх сточки огтоолохгүй. Хэрэв одоо энэ дэр ингээд одоо кривдэр бичсэн байж ойлгохгүй байна. Энийг ингээд ойлгох. Ингээд бичсэн байсан ч. Одоо шинэ үеийн одоо юугаар ингээд бичсэн байсан ч ойлгохгүй. Вот это, представляете, вот эти памятники, которые написаны, да, их нужно с старомонгольского перевести на современную кириллицу, да, а когда юристы сами читают эти нормы, написанные даже современным монгольским этими, содержание этих правил, что они означают, откуда они родились, не понимают. Тэхийн тулд хуу энэ хэл судлаачдаас тусламж авч байгаа. Они стараются обратиться к помощи филологов. Энэс тусламж авч. Тэгжээс нэг жаахан ойлгох гэж хичээж. И в основном сейчас вот эти юристы, они опираются на то, что говорят филологи по поводу этих юридических терминов. Монголын хуулиудыг одоо эртний одоо памятник хуулиудыг хамгийн түрүүнд бол орос хэл дээр орчуулж хэлсэн. 1700-аад оноос. Начиная с 17 века. Орчуулж хэлсэн. Первые переводы это на русский язык. А на китайский, на арабский, на это самое, еще же раньше. Шөө раньше. Гэхдээ бидний мэддэг нь орсоор энэ мэдлэг хэлж хэлсэн. Но они знают только вот то, что переведено на русский язык, начиная с 1700 года и позже. Монголы сами. Ингэж бид нэр тэр орос хэл дээр байгаа русский хэл дээр байгаа юм бусад хэл рүү орчуулах замаар бид монгол хэл рүү ойлгож байгаа. Еще? Оросоос англи, English, за ингээд бусад German. Они не переводят, да? За ингээд переводят тексты оросоос. на английский. С русского, которое переведено на вот другие там западноевропейские языки, они тоже являются сегодня, да, то, чего они понимают, да? Тэгээд энэний дараа бид монгол хэл рүү энэ источниктэй ойлгож байгаа заримдаа. Очень часто бывает так, что они сначала с русского переведены, допустим, на английский, да, они теперь с английского переводят на монгольский и так изучают эти памятники. Тэгээд энэ бол одоо бидний хамгийн том бэрхшээл байна. Энэ бол Самая большая проблема. аюул том бэрхшээл. Представляете, там с одного языка на другой проблемы, да? А когда еще с двух языков два перевода, потом возвращайся тоже. Маш энэ бол одоо хамгийн том проблем байна. За үүний дараа бид нэр одоо сүүлийн үед бол харцсангуу бас жоохон цөөн хэдэн судлаач ингэ бэлдэж байна. За тэд нар бол ихэнхдээ англи, ихэнхдээ их хятад, манж, төвд, араб хэлтэй судлаачдыг хэлний болоод энэ түүхийн судлаачдыг бэлдэж байгаа. Энэ story правын чиглэлээр. Ну, вот сейчас монголы готовят такое небольшое количество, да, узкий круг исследователей, представителей разных стран. Да. Это Китай, Китай, Тебе, Тибет, арабские, арабы, бэлдэж. немцы, Да, немцы. немцы. Нэмж бэлдэж. Тэгээ энэ байдал бол харцсангуу биднэрт сурвалжуудаа зөв уншихыг одоо унших боломжийг харцсангуу сүүлийн үед олгоод байгаа. Зөв уншиж байна. Арай зөв уншиж эхэлж байна. все усилия направлены на то, чтобы все-таки понять текст истинный этих памятников. То есть читают они оригинал, уже не Оригинал. перевод, а Не перевод. сам оригинал. Оригинал одоо энэ оригинал текст энд байна. Энийг уншиж. За энэний дараа энэ асуудал бол биднэрт юу одоо бий болгож байна вэ гэхээр зэрэг тэр советских одоо временный там юу буруу бичсэн, юуг алдсан гэдгийг бид нэр ойлгож эхэлж байгаа. Они начинают понимать, в каких местах вот, изучения этих источников советские исследователи, русские и советские исследователи ошиблись. Мөн одоо дэлхийн бусад одоо судлаач. Бусад одоо
западных, Других других да. эдгээр гарч. Тэгээ яг өөрөөр хэлэх юм бол монгол хүн өөрийнхөө юм уншихтаа арай өөр зөв харж уншиж гэж. Все-таки теперь монголы, он считает, что у них будущее, что они смогут лучше прочитать эти памятники, потому что они лучше понимают культуру свою собственную, да, национальную. Мышление, Да. менталитет, Да. язык, это же. Есть надежда, что монголы свои собственные памятники более содержательно поймут, чем все остальные исследователи, которые до этого изучали памятник монгольского права. Би нэг слайд үзүүлэх гэх юм танд үзүүлж байсан хөө. Эндээс нэг Мешает? Нет? Наверху. энэ бас би Сержина багшлаас үзүүлж байсан. В пятницу мне профессор читал лекцию. Энэ би өөрийгөө ойлгох гэж хүн бэлдэж ирсэн. Тэгээ наад хугацаа байхгүйс орсоор орчуулж чадсан. Энэ их одоо юмнуудад энэ бэрхшээлүүд байдаг. Түрүүн тэр эрх зүй гэж юу вэ гэдэг, что такое право, дараад нь что такое правих. Да. Что такое натурализм? Он имеет в виду естественное право, да, позитивизм, реализм. Ну, они как-то что-то именуют под реализмом, но это, да, наверное, это все-таки функциональный подход к праву, да, о котором я вам говорила, они называют его реализмом. Эрх зүйн түүх бол зүгээр нэг хронолог биш. Хронолог түүх хронолог биш. Эрх зүйн түүх бол өөрөө теория. Он говорит, что история права это задача не в хронологическом изложении, да, а главным образом теоретически. Сущность раскрыта. Да. В основном это, ну, я так понимаю, что это основные закономерности. Да. Теория закономерности. Теория закономерности. Да. Тэгэхээр дараагийн бид нар за энэ юм хэрэг. Олон юм ярих учраас ярих. Тэгэхээр түүх гэж юу вэ гэж что такое история? Это смесь хэрэгтэй. Что такое история? Тоже очень много разных споров. Споров, да. Да. Там как түүхэнд яаж хандах вэ гэж. Бид хоёрын постмодерн, модерн хандж гэж байна. Самое главное, понятно, что подходу к истории есть модерный подход и постмодерный подход. Два основных конкурирующих в понятии истории. Шинжлэх ухаан бол одоо яасан бэ? Урлаг уу те. Что такое культура? История это наука или это история это культура, то есть искусство? Искусство. Тэгээд энэ шинжлэх ухаан юм бол энэ байх ёстой ч гэдэг юм те уламжлалт хийх маягийн уламжлалт это что? Традиции. Да? Уламжлалт гэдэг нь Уламжлалт это традиции, орин, судлах, методы изучения истории. Гэдэг ингэж хандж ирж байгаа одоо. Тэгвэл одоо бид нарт энд юу байна вэ гэхээр ихэнхдээ бол ачаал түүх бол это полезный байх ёстой. Фалсификацийн одоо принцип байх ёстой. Гэж үзэж байна. Шинжлэх ухаан болох юм. В общем, это то, что написал Макс Вебер, да, ну вы знаете, это один из важнейших, так сказать, да, подходов к истории. И еще теория Поппера. Классификация принципов Да. изучения истории. Миний энд яаж байгаа нь ихэнхдээ дандаа ер нь бол дандаа өрний одоо ялангуяа Германы одоо судлаачдын байр суурь дээр ярьж байгаа. Профессор основывается на методологии немецких и Немецкий юм дээр. в основном немецких Тэгээд исследователей. бусад одоо юугаас хагалж үзэж бусад. Это все-таки Макс Вебер, да? Там Макс Вебер, Поппер, там они пишут, это, что такое наука. Они короткие байдлаар гэж. Зөндөө юм ярьж болох юм тийм. За тэгээд одоо за ингээд тэр за энийг орчих. За үйлчлэл гэдэг тэгэхээр үйлчлэл
Это что? Это Правовой периоды. учитель. Периоды, хронология, наверное, да? Не, Периоды, это не... Да, это хронология. да, временные периоды, отрезки развития права, да? Да. Истории права. История права. Марксистский подход, потом Традиционный, Мгм. философ, смыслы, Мгм. там, И потом позитив. позитив. Мгм. Так. Да, ну, Маркс это что там? Мгм. Рабовладение, феодализм, Феодализм, вот в таком да, аспекте. информация. Формация, это вообще движение там. Да, Рабовладельческое право, феодальное право там написано. Мгм. Гэхдээ түүхийг идэвхжиж болохгүй. Түүхэн одоо 13 дугаар зууны үйл явдлыг өнөөдрөөр тайлбарлаж болдоггүй. Өнөөдрийн зүйлс. Энэ принцип. Но очень сложно, практически невозможно, да, Ну, изучить право XVIII века, Өнөөдөр 13 века. Өнөөдрөөс То, что мы понимаем под правом сейчас, да, с этими подходами подойти к изучению права 13 века не можем. Или Социалистическое или коммунистическое? на Коммунистическое. коммунистическое. Ну, Там. объединённое. Энэ магадгүй натурализмаар тайлбарлаж магадгүй. Энийг энэ 13 дугаар зууны үеийн эрхцүүд одоо Джамиас гэж хэлдэг сайн байсан. Право 13 века, возможно, может объяснить теорию естественного права. Энэ натурализмаар тайлбарлаж магадгүй нэг. Энийг хэзээ ч либерал одоо онлоор тайлбарч болохгүй гэсэн үг. Профессор считает, что раскрыть суть монгольского права XIII века невозможно с позиции позитивизма или вот Реализм. да. Потому что они, невозможно да, под правом они понимают то, что только создает государство, да, вот с этих позиций позитивизма, или там то, что все написано письменно. Вот с этими, если мы пойдем, там действительно раскрыть содержание права 13 века невозможно. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол үйлчлэл. За тэгээд одоо марксизм одоо уламжлалт энэ традиционный энэ бол как цаг хугацааны хэмжүүрээр совершенно багш чинь юу цаг хугацаа. Цаг хугацаа, ну, времени, Временный. временной. Временной. То есть в основе лежит хронологический, да, Сүүлийн үед энийг их барьдаг болж байна. периодизация. Сүүлийн үед. Средневековый. Но это получается фактически нет, древний. 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 Там древний. Средневековое, Новый. новое и новейшее. Новейшее, Да, да. да. Энэ гөр одоо аюу хачиж ингэж уншиж судалж байна. А уж чем это что? Ну, Современный. Современный. Там Ингэж нужно ангиж. быть. Тэгэхээр яг одоо бол энэ чиглэлээр огт судалгаа хийх байгаа. Философи смысл. Правовой философийн чиглэлээр огт судалгаа хийх байгаа. Одоо хэрэгцээнд. Современные философские